Меня зовут Охлопков Геннадий, являюсь председателем молодежной общественной организации Лига Саха КВН Республики Саха-Якутия. 10 лет работал в образовании, в данное время занимаюсь своим делом. Есть у меня образовательная площадка, занимаюсь продвижением и развитием наших педагогов и учителей республики. Я был такой смышленый, развитый мальчик, поэтому в 6 лет родители дали уже в 1 класс. С этого момента началась активная жизненная позиция, скажем, да, из 5 класса я вступил в команду КВН Лигойский Орлят, это Усалданский район, и помню, что мы 5 лет подряд становились гран-при, то есть победителями республиканских школьных игр Саха КВН. В то время не было и лиги, и студенческих игр тоже не было. Была только школьная лига, где мы только раз в году собирались и состязались. Но он был в основном фестивального характера, то есть не было такой состязательности, не было такой азартной борьбы. Но после завершения школы нам этого не хватило, потому что мы уже повзрослели, а для студентов, для молодежи не было такой единой консолидирующей площадки для якутоязычных КВНщиков. И мы, долго не думая, собрали своих друзей, единомышленников. Помню, что помогли с Министерства по делам молодежи, Министерства образования. И такой командой мы создали молодежную общественную организацию Лига Саха КВН. Тут же мы зарегистрировали как НКО. И с этого момента уже идет отчет времени новой организации под названием Лига Саха КВН. Это целая организация, это большая команда энтузиастов. И после чего мы уже начали развивать наше любимое дело не только по школьному направлению, но и студенты, отдельно молодежь, образовательный контент, да, и мы занимаемся кинопроизводством в том числе. Поэтому в данное время идет такое интересное жизненное развитие. КВН республиканского движения в целом оно зацикливается на территориальном делении, да, и вот поэтому, чтобы дальше продвинуться, чтобы оттачивать актерское мастерство, мы ребятам предложили, чтобы мы в другом формате более развивались, и мы выбрали в 2015 году формат фильма, да, и совместно с нашими ребятами, творческим объединением «Детсад», мы создали фильм «15 дней» Уомбескюн для наших ребятишек, для детей, для подрастающего поколения. Первый проект удался, поэтому мы оптимизировались, и уже сегодня мы завершаем вторую квартиру под названием «Экспедиция». Поэтому как бы творчество, оно уже переходит в другие крайности, скажем, да, в другой формат развития. И хочется отметить, что наши ребята не только играют на сцене, на КВН, да, они развиваются в других творческих направлениях. Сейчас, если посмотреть, то вот выходцы из творческого объединения «Детсад», наши киноактеры, киноактрисы, блогеры, вайнеры, шоумены, все они выходцы из Саха КВН. Вот в течение 20 лет мы развиваемся и создаем некую такую стартовую площадку для креативной молодежи. Вот поэтому сегодня мы иногда хвастаемся, что у нас очень большая команда и много талантливых ребят, которые сегодня продвигают и культуру, и искусство, и, скажем, такой креативный бизнес. Это тоже нас устраивает. Преемственность она сохраняется, и с каждым годом вот Саха КВН размножается. И сегодня вот мы вот позавчера буквально посчитали, более 3000 человек сегодня занято движением Саха КВН, начиная с подростков, заканчивая уже молодежи до 35 лет. Поэтому вот такая вот громкая сила, скажем. Мы должны весной отметить 20-летие движения Саха КВН уже на уровне республики. Пригласим всех наших выпускников, всех наших партнеров, тех, кто всегда были рядом и в тяжелые времена, и когда мы, скажем, бурно развиваемся, мы никогда никого не забываем, потому что Саха КВН, он живет в народе, это народное движение, и оно само собой как бы идет процесс развития, поэтому мы никого не отстраняем, никого не оставляем, поэтому всех мы, пользуясь моментом, приглашаем на юбилей Саха КВН. Duhamılır kuruk verir irettin Astına 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 Arkıstar migin kıtemel ciddin Olo boğum Olo sırtın sırlas kutkigar Sıla
Фильм романтическая комедия, жанр такой выбрали, но сложность в том и интерес, наверное, для зрителей в том, что мы сочетаем и комедийный жанр, и исторический жанр. То есть ребята собираются из двух вузов и едут на экспедицию археологическую. Это очень серьезная тема, и здесь раскрывается жизнь наших главных героев, да, вокруг них и раскрывается жизнь наших других героев. Они после прохождения этой тропы жизненной, они становятся более зрелыми, они уже мир смотрят совсем другими глазами. Если раньше они были такими оболтусами, более они любили снимать войны, гулять, то они после чего уже серьезно начинают заниматься наукой, чтобы привлечь молодежь к науке, да, чтобы они не просто тратили свое свободное время, а усердно учились, чтобы они учились разговаривать, да, познавать мир, чтобы они готовились к своей профессии. То есть в фильме, кроме таких интересных моментов, скрыта такая вот миссия, большая миссия, которая призывает нашей молодежи, чтобы они выбрали правильный ориентир для жизни, чтобы они дальше тоже продвигались в правильном направлении. То, что заложено у нас, то, что передано от наших родителей, от природы, необходимо развивать, а это все равно у каждого человека имеется. Просто нужно найти этот код, да, расшифровать и найти те условия, которые раскроют эти наши способности. Тогда каждый якутянин будет успешным, креативным и обязательно добьется что-то нового и оставит вслед в истории нашей любимой родной Якутии. На примере Саха КВН можно сказать, что мы только в команде можем добиться успехов. Например, каждая команда Саха КВН состоит из молодых ребят. Если они будут не консолидированы, если они будут, скажем, даже не переходить условно на рабочее место, то никакой большой задачи мы не добьемся. Поэтому необходимо, начиная с семьи, начиная с маленькой команды, нам необходимо объединяться, нам необходимо объединить силы. И мне кажется, для молодежи это будет кстати, потому что молодежь наша очень открытая, демократичная. И если мы будем на этом уровне объединяться, то уже последующие годы, последующее время мы будем уже вместе идти и уже показать, работать над брендом нашей Якутии.